ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье Центральная Ухтинская библиотека презентует не так давно вышедшую книгу «Северный Плутарх». Ее автор – представитель Российского союза писателей Григорий Спичак. Сейчас он живет в Сыктывкаре, однако свое новое произведение называет своего рода мемуарами о Княж-Погосте 60-70-х годов. Сам писатель родом из этого района. Но воспоминания выполнены в необычной форме. Это скорее галерея историй, биографий. Я чувствовал, что какие-то золотые опилки остались вне книг. Да? Это не значит, что они были цельными. Это и действительно были опилки, да? Но их можно было сплавить в некие истории, своего рода фольклор. Например, здесь масса собирательных фигур. То есть, когда знаю точно событие было, даже фантастические, которые тут написаны, да, событие было, но я уже не вспомню фамилию, имя, отчество, уже не вспомню, с кем это было. Это было с одним человеком или это совокупность там. В 300 страниц книги вошло 98 статей персоналей. Подчас они совсем короткие, но есть и развернутые, скорее как рассказы-справки. Даже само оглавление выстроено по алфавиту от А до Я, но последняя часть носит философское название «У Бога все живы». Среди историй у автора есть две любимые. Одна частично выдуманная, а вот вторая про реального человека. Одна история про девушку из нашей деревни, которая была дурочкой, буквально дурочкой, человек умственно отсталый, которая доросла до 19 лет. И единственная ее особенность была в том, что она немотивированно могла поорать. Сесть на изгородь и поорать. Но 1 мая 1979 года стали тонуть ребятишки. Она бросилась, спасла двоих, с третьим утонула. Ни секунды не задумываясь. То есть человек с большим, то есть с малым умом, но с большим сердцем. Да. Тираж книги 700 экземпляров. Небольшая часть из них отправится специальными партиями в Израиль и Германию. Львиная доля останется в России. В частности, подписанный экземпляр есть и в Ухтинской библиотеке. Сам автор называет свое произведение мотивационно-провокационным, подталкивающим читателя увидеть всех тех, кто был на втором плане истории. Свою новую книгу Григорий Спичак планирует начать через 4 года, не раньше. Она будет посвящена возрождению православия в республике. Акцент делается не на количество вновь отстроенных храмов, а на случайные обстоятельства или промысел, что это возрождение началось.